Рамиль Урсит Алдаяк. Я активист Национального центра ИДИГЕ. Сегодня мы вспоминаем нашего великого сына нагайского народа Джуманова Равиля Тимухамедовича. Он одним из первых начал поднимать нагайский народ в смысле объединения и поднимать самосознание у людей. То, что мы являемся отдельным народом нагайским, а не чем-то от классе, отдельной группой. Он большой пример для нас, потому что он это в одиночку начал, а мы, как молодые активисты, опираемся на его опыт, на его культурное наследие и будем продолжать его движение, чтобы как можно больше наших людей узнавало о своей культуре, о своем народе. Ассаляму алейкум. Сегодня мы вспоминаем нашего уважаемого человека Равиля Джуманова. Я вот узнаю, что он родом с села Куянлы. И у него род Байгонды. Я тоже с села Куянлы, тоже род Байгонды. Мне очень приятно, оказывается, он с наших краев, Нагайский, Карагайский села. Будем, конечно, очень вспоминать его в хорошем смысле. Он объединил наш нагайский народ, и мы будем чтить его память. С Равилем Тимухамедовичем Джумановым я, в принципе, общался давно, еще где-то со школьных, по-моему, да, со школьных времен. Человек был интересный довольно. Значит, жил он в нашем селе где-то с конца 50-х или с начала 60-х годов. Кстати, он первый, кто в селе приобрел телевизор. Вот в том районе, где у него стоял дом, в то время электричества не было. А этот человек, у которого была такая тяга к всему новому, к всему такому, так скажем, необычному, он рассказывал, что у него был друг здесь, Растям его звали, Калталипов. Жил он вот в районе, который у нас сейчас называют Шестойпик, это вот за мостом, новая часть, так скажем, Башмаковки, и там от стеклозавода провели тогда в те времена электричество. То есть тот район был электрифицирован. И вот он, по рассказам самого Равиля Тимухамедовича, на коляске, по-моему, это была коляска не то детская, не то чья-то инвалидская, вот этот неподъемный телевизор клали и перевозили вот с одной части Башмаковки в другую. Там, значит, подключали к сети электричество и смотрели. Ну, аппарат такой, новый для населения. Естественно, как в более позднее время люди набивались в кинотеатры, чтобы фильм смотреть, да, здесь приходили смотреть на такую диковинку, как телевизор. Ну, соответственно, все работы, которые по дому, по хозяйству забывались, и после этого, особенно вот старшее поколение, там, бабушки, дедушки, да, у одного там теленок корову, как говорится, молоко выпил, да, то есть не успели корову подоить, у другого там по траве огорода, ворота остались открыты, забыли закрыть. То есть, ну, как говорит, когда Равиль Тимухамедович говорил, старики говорят, хрустнул телевизор. Время было, говорит, интересное. Вот. Он сам, кстати, всегда говорил, надо, говорит, на той территории, где ты живешь, вести образ жизни такой, как вот местное население ведет. Поэтому он действительно после выхода на пенсию уже, и даже после выхода на пенсию он и огород смотрел, и коров держал. Потом вот под конец у него мелкий рогатый скот был. То есть человек был такой, не сидел спокойно. У него все было, кстати, запланировано. День был распланирован. Сколько-то часов он работает,
физически, потом у него какое-то время уже там на отдых, и дальше уже работа непосредственно с этими, с рукописями, со статьями. Он один из вот тех людей, которые наряду вот со многими деятелями вот именно первой волны нагайского движения, кто вот эту информацию давал через газеты, через радио, через телевидение. К этому он очень серьезно готовился. У него была довольно такая хорошая библиотека. Также он часто очень, значит, пропадал в фондах областного архива, в библиотеке Крупской. Кругозор был очень у него такой широкий. Кроме этого, знал языки вот близких нам тюркских народов, свободно говорил на казахском, на татарском литературном языке, там, на каракалпакском, на узбекском, то есть, общался со многими. Сделал много, скажем, но его вот, так скажем, была такая вот это, что под конец он как бы пытался вот это все сам один тянуть. Возможно, это тоже в какой-то степени подорвало его здоровье, не знаю. Он знал нагайскую историю, прямо это был природный дар вот такого человека. Вот, чем он вот этот, его прямо наделили, он мог любую эту прям расшифровать, как говорится, когда. И джанибекское чтение он создал. Вот он поднял джанибекское вот это чтение своего рода и стал своего рода каждый год у нас рассказывать. Я уж не говорю там о культурной наследии, там, я имею в виду там языка, костюмов. В этом деле он, конечно, был мастер. Хороший, как говорится. Вот сегодня ему исполняется сколько? 84. На будущий год будет 85 лет. С Раитом Джумановым я общаюсь с 96 года. Это было это личное общение, оно вот началось. Это было одно из таких мероприятий, его любимых знаковых мероприятий. День первокурсника. Как вы знаете, он зародил такую традицию каждый год чествовать первокурсников. Очень хорошая традиция, потому что она как бы открывала новую дорогу для студентов, нагайцев разных регионов, которые учились у нас. Он очень щепетильно относился к такому мероприятию с позиции, начиная от стола, что будет на столе, да, от музыкальных номеров. Вообще я его знаю как хороший организатор, потому что он, зародив многие традиции, джанибековские чтения.